Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы сегодня хотели бы обсудить такую тему, вот мы ее так назвали, мусульмане в неволе. Инфоповодом стала вот как раз работа Руслана Эфенде по поводу ситуации в СИЗО в Чистополе, да, где заключенных, подозреваемых же, правильно? Подозреваемые пока, да, обвиняемые, да, не осуждены. Да, дискриминация с едой оказалась. В республике, это мы, наверное, получается, первопроходцы, у нас при каждой колонии есть закрепленный имам со свободой от духовного управления мусульман. Да? Они у нас там проходят небольшое такое вот обучение. Вот это вот, то, что все равно это маловато. Представьте, они заходят на строгий режим, а там ребята, у кого там 10, у кого 15 лет, 20. у кого 20 лет. И вот мы пришли к тому, то, что пускай там религиозную часть, преподавание и прочие моменты дает имам, но с ними те ребята, которые все там были там в колонии имамами, вот, например, Асхат, да, был имамом, себя хорошо показал, положительная характеристика, вот, освободился. И вот мы, получается, провели некий такой вот семинар, некое такое там небольшое обучение, вот, получили они там сертификат, и как равный консультант, вот уже сейчас раза 4, наверное, знаете, примерно, да. Раза 4, вот только это у нас все начинается, вот начал заходит, значит, имам дает религиозную часть, а есть еще эти бытовые там моменты, да, всякие там возникают вопросы разные, уже приходят в помощь ребята. У них есть понимание, опыт, что вот эти какие-то там даже есть какие-то мелкие конфликтные ситуации есть, они уже там помогают это все, разрешить это такие вот проблемы. А в любом случае контингент, сами понимаете, это же надо понимать, это же преступники. Это если он там стал мусульманином и сразу он там поменялся, он таким там святым стал, это же все равно человек там вел такой образ жизни, да, принял ислам, с ним еще нужно работать. Там все равно повадки эти, все прочие моменты остаются, поэтому вот таких вот они очень такую большую вот работу проводят. Изнутри, в общем, зная систему, вы ее меняете, да? Я сам мусульманин, около 18 лет занимаюсь ресоциализацией. Работая с осужденными, я вижу, я говорю, один из таких вот, не то что даже основных, скажем так, да, Руслан, компонентов ресоциализации, я вижу, это ислам. Религия. Я не буду говорить там ислам, да, там религия, потому что есть православные, там очень активно молодцы там работают, да. У нас в республике, получается, в каждой исправительной колонии есть мечеть, церковь. У нас примерно ходит там одинаково, чуть больше, наверное, православных. Один из таких вот сдерживающих таких факторов, да, что вот бывший преступник может поменяться в лучшую сторону, это религия. А нужно обязательно квалифицированную образовательную систему там внедрять, места лишения свободы. Мы эту тему уже обсуждали и с муфтием республики, с Рахимом Мухаммедшичем, ректор Исламского университета. Через интернет там организовать уроки. Видеокурсы типа. Видеокурсы обязательно. Если человек будет брать знания, человек будет меняться. Есть еще вторая сторона. Здесь есть, значит, нарушение закона со стороны сотрудников ФСИН, например, силовиков. Когда тех же, допустим, вот верующих, да, если мы говорим о мусульманах, допустим, их против их желания кормят свининой, например. Там запрещают читать намаз, да. Если запрещают пост, да, во время месяца Рамадан, это все негативно влияет на осужденных. Это приводит к радикализации осужденных. Не секрет, да, они там бросают, может быть, наркотики, да, там перестают совершать какие-то преступления, связанные там с хищением, да, но случается так, что они пополняют ряды уже экстремистов и даже террористов. Понимаете? То есть те же самые проповедники, так скажем, да, экстремистские, они уже начинают говорить этим осужденным, вот видишь, эти там неверные там и так далее, вот они запрещают это все там, да, вот давай к нам, мы сейчас построим там шариатское там государство. Все это, и они видят, когда, опять же, этот надзиратель начинает там ему тыкать, да, там начинает запрещать Коран, там что-нибудь как-то оскорблять, да. Ну, есть такие случаи, надругательство над Кораном там. Есть случаи, когда, да, кормят свининой, да, ну, у нас в республике, например, еще как-то проще с этим, в мусульманских там регионах. Вот мои подзащитные говорят, вот челны бройлер, говорят, мы готовы, пожалуйста, челны бройлер, курицу.
Она халяль, говорит. Но она везде, сейчас везде есть, ну, Татарстан как бы, да, наполненный. Пусть ее, говорит, в СИЗО, говорит, доставляют. Мы будем ее есть, говорит, нам не надо ни баранину, там, дорогую говядину, вот курицу мы готовы. Но, допустим, где-то в республике Коми, да, там челны бройлер нет, там и вообще там трудно будет как-то проконтролировать, да, халяльность. Поэтому это уже другой вопрос. Но вот что касается исправления осужденных, здесь я бы не стал винить только самих осужденных. Во-вторых, у нас пока что, к сожалению, масса бывает и судебных ошибок тоже, да. А если взять следственные изоляторы, там находятся вообще люди еще не осужденные. Я, конечно, вот этих вот громких слов, то, что Руслан говорит, немножко хочу опровергнуть. С 2013 года муфтият плотно, когда вот занялись колониями, да, вот как раз начали вот прикрепленные там имамы там стали, да, в каждой колонии. Ильдар Хазрата Баязитова, когда там поставили, да, вот во главе вот это вот направление. То, о чем Руслан говорит, там радикализация и прочие моменты у нас в Татарстане, в России я не обсуждаю, согласен, каких-то там моментов нет, там пытки, прочие моменты, намаз не дают. В Татарстане у нас есть мечети, то, что ребята там уезжают какие-то в ряды, там, Руслан говорит, там ИГИЛ, не ИГИЛ. Раньше это было. Это вот сколько лет назад было? Вот лет 10 назад. Лет 10 и больше уже. Вопрос какой? Это на законодательном уровне решается. Вот сейчас, если, например, у них там порционно прописано, если свинина, они тебе там заместо свинины курицу не поставят, Руслан. Ну, то есть это там первое. централизованная закупка Конечно, идет, да? это закуп делает не Татарстан. Это в России, не помню какая область, в какой-то области все, закуп, все это делается. Это первый, да? Второй момент. Если, например, мы говорим о мясе, мы же как правозащитники, у нас есть общий чат по всей России, да, всех представителей ОНК, ездим и в другие регионы, есть всероссийские, вот, где мусульмане есть со всех регионов, Москва вот это возглавляет, Ибрагим Хазрат возглавляет, да. Там многие вопросы мы поднимаем, обсуждаем. Мы только когда вот начинается вопрос халяльности, да, в колонии есть очень большое количество, которые придерживаются православной религии. У них тоже эта проблема есть. Даже не то, что в Татарстане, вообще по всей России, в русских регионах. Почему? У них, когда посты, они мясо не едят. Они говорят, нам без мяса. Постную еду. Постную еду. А проблема в том, что сотрудники на себя не могут взять, если мы, куда мы это мясо денем? Если мы это сейчас выкинем собакам, скормим, нас за это самих посадят сюда. Растраты там еще. Растраты, ну, прочий момент. И здесь, говорю, есть, например, вегетарианцы, которые вообще мясо не едят. Они тоже. Потом есть, если сейчас начнут, там кошерное там мясо там нужно. Ну, да, мясо халяльности, оно уже давно уже это обсуждается. На уровне уже, говорю, там в Москве там прочие моменты, Дагестан, эти там поднимают этот вопрос, да. Я говорю, вот одни из таких вот выходов мы это видим, вот, постная еда. У меня такое ощущение, когда люди вот это качают, только вот это раскачивают эту тему, только халяльности еды. А что, у нас других там проблем нет, мусульман, да? Взять, например, историю, как вообще ислам зарождался, как он начинался, да? Как вот, ну, наш пророк сам чем питался, как сколько дней там костер не разжигали, сколько там, например, мяса не ели, прочие моменты. Мы, к сожалению, вот эти вот моменты не смотрим. Я считаю, вот мое мнение, да, если касается того, что ислама, обязательно нужно просвещение. Обязательно нужно с ребятами работать, то, о чем Руслан говорит, чтобы не было там, ребят не уходили вот в это, да, чтобы там ребята оттуда выходили мягкими, нравы, чтобы у них менялись. Если это все меняется только сознаниями. Руслан правильно говорит, если отбирает коврик, если не дает совершать намаз, это уже начинается радикализация. Человек уже озлобляется. К сожалению, у нас, да, ладно, в Татарстане, слава богу, спокойно. Есть ряд регионов, где у нас приходит очень много жалоб. Вот на адрес мы читали все, вот это же там вот я разрывают всегда, Коран, я всегда выступаю за то, чтобы были молельные комнаты. Почему пусть будут молельные комнаты? Пусть им дают совершать намаз. Пусть у них будет Коран. Есть в каждом регионе духовное управление. Пускай проходит, пускай там с их подписью, с их печатью заходят эти книги. Обязательно нужно религиозное просвещение. Пожалуйста, если исламский университет готов преподавать, знания давать, это вот это основное. На мой взгляд, даже не еда основное.
В принципе, чтобы прожить, я это не понаслышке знаю. Много еды не нужно человеку. Что касается осужденных, даже если суд их признал виновными, если осудил, они, понимаете, лишь приговорены к лишению свободы, но не к пыткам, не к какой-то там пыткой едой тоже может быть. Это нужно. У нас в современной России уже, значит, страна как бы цивилизованная, да, мы должны уже к этому приходить. У нас коренное население мусульманское, да, предки которых всегда здесь жили на этой земле, нет у мусульман, у нас нет другой родины, да, кроме этой страны. И, конечно же, на законодательном уровне уже давно бы пора вот обратить на это внимание. И тот же самый халяль. Почему? Это очень важно, потому что человек питается ежедневно. Да? Ежедневно питается. Это очень... Даже у мусульман, надо у православных это проблема. Конечно, это нужно комплексно, по всем вопросам, все проблемы нужно поднимать. Всегда. Почему нет? В первую очередь решить этот вопрос халяль. Это должна быть просто воля. Если будет воля у руководства страны, можно это все организовать, сделать. Поэтому правозащитники молчать не должны. Нужно это обсуждать. Нельзя замалчивать. Нельзя там куда-то это все там под ковер все это запихивать, да, как будто бы этой проблемы не существует. Проблемы есть. И вот те вопросы, которые поднимаются, действительно, да, обсуждаются, только тогда какие-то появляются сдвиги, да, и какие-то продвижения в лучшую сторону. Если мы сейчас про мусульман говорим, дискриминация может быть по религиозному признаку, они тоже с этим сталкиваются. Если каждый мусульманин будет заявлять о каждом нарушении в его адрес, которое произошло, у нас ситуация поменяется. Бывает у нас обращение, значит, очень много обращений. Это вот 80-я статья, значит, о замене на более мягкий вид наказания, ПТР, на принуд работы. Потом бывает, конечно, у нас второе, это лечение. Очень много вопросов по здоровью. То есть в колониях жалуются, что не могут... Не то, что жалуются, там, знаете, БДО, сколько человек может принять? БДО это что? Больница для осужденных. БДО у нас сколько человек может принять? Максимально около 200 человек, по-моему, да? А осужденных у нас получается около 10 тысяч. В каждой колонии, это вместе с следственными изоляторами. И вот представляете, 200, например, столько-то мест, и вот желающих столько. Это, понятное дело, очередь, это финансирование. Потом у нас, значит, пыток, я не знаю, последних таких моментов, за 2 созыва, у меня получается 6 лет, ни разу не было на пытки жалобы, не приходило к нам. А вы сталкивались? И у коллег есть. Но то же самое, смотрите, знаете, пытка. Что такое пытка? Допустим, лишение сна это тоже пытка. Да. Например. Музыку слушать в круглые сутки. Да, в СИЗО включают, музыка всегда орет, там даже заходишь работать невозможно со своим подзащитным, там что-то радио какое-то, все, музыка какая-то играет. Они специально включают, чтобы там не было по своим внутренним моментам, да. На протяжении, получается, где-то с 2013 года у нас, представляете, да, раньше, например, завозилось как-то в мечеть локально, продуктовый там, например, на Курбан-Байрам, да, а уже с 2013 года где-то, да, с 2014 года взять на Курбан-Байрам завозится мясо 3 дня, всех подследственных, всех осужденных в ВК, всех кормят 3 дня курбан мясом. Плюс параллельно... Независимо от религии, да? Независимо, да. В общих столов. Это наша инициатива такая была. Да, понятное дело там, да, и в самой мечети там праздники, сама обстановка даже там меняется. Ребята там ждут праздника этого. Со своим подзащитным общался, с одним из своих подзащитных, тоже находится под стражей у нас здесь, в Татарстане. Коран, говорит, не дают. Эта проблема тоже уже, я много слышу насчет того, что Коран не пропускает. Но в данном случае, сегодня он мне сказал, то есть причина, что сотрудник, который знает арабский, да, он там в командировке находится, он знает, что это настоящий Коран, там, допустим. То есть он проверяет, да? Он проверяет, да, Коран настоящий. Он сейчас в командировке, его в длительной командировке, он там, значит. И говорит, я, не знаю, что это, за книга, тем более она не наша, и я, не даю. Для этого, для этого. Это же ерунду скажу. В Татарстане у нас там, у нас не могут они по-нормальному. Честно, вы думаете, мы только всегда конфликт, у нас масса проблем, которые мы решаем в досудебном порядке, мирным путем, да, путем мирового соглашения. Всегда начинаем с этого. Не понимают, у нас чиновники, некоторые, да, я уж извиняюсь, да, но пока его не накажешь, не решается проблема.
Поэтому я говорю, нужно нам менять общество, да, нужно правовое государство строить. Вот пока ему там откуда из Москвы аж там не придет какое-то указание, он вообще ничего не сделает. Вот у меня, говорит, там запрет, и там до самой Москвы, там, да, ну вот, до самого Кремля там чуть ли не он. Если есть печать духовного управления, Да. подпись, Ну там она это, заходит. ты же знаешь, Коран часто бывает Я саудовский, понял, да, я понял. там, Если это нет бесплатно. печати, это просто обусловлено, что такое есть там Да. договоренность, их не пускают. Для этого у нас есть Марсель Хазрат, для этого у нас есть Ильдар Баязитов. Это легко. Если в таких ситуациях можно сказать, ребят, посылай, дай их номер телефона, в край можешь мой телефон, да, ты мой номер знаешь. Взяли, духовное управление, Марсель Хазрат подписал, даже Коран мы сами можем купить, может сами даже увозим. Вообще проблем с этим нет. Смотрите, очень просто все на самом деле. Вот, законы очень простые, да? Там свой мир такой внутренний есть, да? Если ты попал уж туда, ну, допустим, да, места не столь отдаленные, так скажем, культурно выразимся, то необходимо оставаться человеком прежде всего. Всегда оставаться человеком. Ты попадешь именно туда, каким ты являешься сам человеком внутри себя. Поэтому и религия ислам, как раз о чем вот сейчас, почему вот эта деятельность, и религиозная деятельность там очень важна, она помогает человеку воспитать вот этот внутренний мир, если даже его не было. Воспитать. Да, были ошибки, но надо продолжать жизнь. У кого-то это промежуток времени, который может там продлиться, да, от 1 года до 20 лет. Но это же жизнь его. Соответственно, либо он ее выбрасывает просто на помойку, либо начинает работать над самим собой. Это время как раз работы над самим собой. Ты впитываешь от людей, которые рядом с тобой находятся там. Ты можешь впитать только благое, а можешь впитать только самое плохое, и ты станешь кактусом, да, или таким скверно пахнущим каким-нибудь, например, сорняком, да, от которого будет зловоние исходить, и который невозможно взять в руки. То есть это формирует человек сам уже внутри. Находясь в системе, ты делаешься либо ягодкой малины, например, либо ты становишься кактусом. И при освобождении, допустим, да, вот этот кактус, он, как вы думаете, куда попадет дальше? Точно так же он опять же вернется туда, в эту среду свою, потому что ему там не будет неуютно. А человек, который как ягодка вышел, хоть какой-то польза от него есть обществу. Это ведь со стороны религиозных организаций выстроена работа. Со стороны, например, правового, не то что правового, поля, допустим, нашего государства, да, там есть обучение, школы есть, училище есть. То есть ты профессиональное образование можешь получить спокойно. Если нет, то прямо название там, да. Прям это бесплатно. Бесплатная медицина. Да, понятно, что она там не такая, как здесь, там мы хотим, да, в Москве какая-то супер К медицинским услугам тоже есть претензии. Претензий очень много там, да. Медицинским услугам вот в следственных изоляторах и исправительных колониях. Вот это следственный изолятор, это большая проблема, кстати. Да. И вот это, как решить ее, я вот, если честно, я не знаю. И вот о чем вы говорите про следственный изолятор, чисто Закамский регион, не который здесь, например, да, который меньше контролируется, например. Для ОНК доехать туда, это надо целый день потратить, короче. А там еще пустят, не пустят, и вы сами знаете, подготовились, уже все чистенько, аккуратненько, правильно? Находясь там, любой это бывший мэр или обычный грузчик и так далее, они все в итоге боятся же не блатных там или еще кого-нибудь, они все боятся милиционеров, полицию, короче говоря. Беспредел со стороны сотрудников. И вот за это кто может поручиться, допустим? Вот за это может поручиться как раз они ездят для этого. Только сигнал появился, вы со своей стороны. Что это такое? Они со своей стороны сразу приезжаем. А в других регионах разве так решаются вопросы? Нет. Наш плацдарм, он такой, где обкатывается это все. И вот как раз про халяльное питание, например, вопрос о халяльном питании, он должен именно решаться в рамках сначала Татарстана, попробовать эту проблему решить. Даже вот эти 6 лагерей это не можем решить, не то что за всю Россию, допустим, понимаете, о чем я говорю? Надо хотя вот эти 6 лагерей привести вот в этот порядок, как-то согласовать это, договориться, да, а потом уже на опыте вот этого проекта дальше его распространить уже. Вот, посмотрите, какой опыт есть. Потому что мы есть то, что мы едим. У нас в Коране говорит Аллах, что мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей плодов имущества. Вот это недостаток какого-то питания там, да, я же тоже сидел 8 лет, где свинину дают, соответственно, я же от этого не умер. Я не говорю, что это хорошо, я тоже мечтал, чтобы баранина зашла, там, или курица просто, это же. И я сейчас понимаю ценность халяльного мяса, например. Для меня это настолько ценно. Например, вот для вас это может не настолько ценно, для меня это очень ценно. И нельзя забывать, что даже осужденные, они где у нас содержатся? ИК. Что такое ИК? Это исправительная колония. Понимаете? Она должна быть исправительная, а не карательная.
Она не карательная колония, она исправительная. Нужно работать с людьми. Какая ситуация вот в тюрьмах? У журналистов есть такой популярный штамп про исламские джамааты. Там. Расскажите, кто там, да? То есть кто вот эти мусульмане? Помните, у нас такой здесь момент был, это в каких годах-то говорили, в Татарстане, в татарстанских лесах, вооруженные Да, 5000 ваххабитов прячется, да. 11-12 год. Валюллах Хазрат как раз убили. Да, и вот шум поднялся тогда. Если касаемо то, что в колониях какие-то джамаати, зеленые колонии там говорят, не знаю. Это кто-то может, как говорится, там сейчас говорят, хайп что ли ловит, кто-то может хайп на этом ловит, кто-то, я не знаю, нет. Не знаю, я не знаю такого. В Татарстане черные колонии. Это оппоненты. Нет, у нас не черные колонии. Уже не черные. Нет, а вот кто? Исламский джамарат. Что такое джамарат? Это вообще общество. Да? Община, Сбор, да. короче, община, да. Поэтому, Татарское слово, кстати да, говоря. разделение, например, как вы говорите, оно во всей структуре общества есть разделение. Интеллигенция, там рабочие, крестьяне, там сапожники, градоначальники, там. Ну, То есть чиновники, всегда да, есть разделение. И в любой системе, где живет социум, везде есть разделение. И даже в джамарате, например, да, в мусульманском обществе, приходе, так скажем, религиозном, тоже есть разделение. Какое разделение? По национальным признакам, может быть, частично, потому что ислам, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что национализма нет в исламе. Не национальности, а национализма, да, вот идеи национализма. То есть это пресекается там везде, что ты мой брат узбек, ты мой брат киргиз, мне не важно, кто ты. То есть это воспитание, правильно? Второй вопрос, например, вам больше дается и вам нравится изучать религию, Коран вам нравится больше изучать, а мне хадисы, а вам тоже Коран. А ему, допустим, нравится фикх. То есть вы все равно найдете единомышленников, которые изучают Коран. Вы будете в группы ходить, которые по изучению Корана. Я по хадисам, он, соответственно, по фикху. То есть у нас как бы есть же разделение, а как бы мы все в одной группе. Понимаете, в чем момент? То есть по интересам точно так же разделяется вот так. А такого разделения, например, вот как брат сказал, Азат Галимзянович, например, знаете, я математически вычислял процент верующих, 5% верующих из общего числа. Это не говорит о том, и что православных мусульман имеется в виду? это про мусульман. То есть в Татарстане имеется в виду, да? В Татарстане в лагере, например, вот на 600 человек, вот 5% 600 человек, это ходит пятикратно намаз совершает. Все. Из них еще добавим 5%, это которые предрасположены к принятию ислама. То есть у них бабушки, там традиционный ислам, да? Этнический, да, принадлежность к татарам. Потом еще там 10%, допустим, они в хороших отношениях с религиозными людьми и так далее. То есть тоже такой пласт, да? Уже 20%. Уже 20%, которые, например, могут поститься один день там в пост Рамадан, но уже какой-то шаг начинают делать, изучение, да? И, например, если лагерь, например, 1500 человек, соответственно, у них уже вот эти 5% не 50 человек будет, да? А уже будет намного больше, 100 человек и 200 человек может набираться в каких-то лагерях. Вопросы, о которых вы поднимаете, например, да, вот, халяльного питания, я не могу увидеть, по крайней мере, продвижение вашей работы в дальнейшем, пока не подключится к этому обществу. А общество к этому не подключится, потому что оно настроено против. А теперь, чтобы его настроить за, если возьмем исторический пласт, да, когда, например, российская интеллигенция при царе употребление спиртных напитков из-под запрет пустила при Николае II. Что это сделало? Вся интеллигенция российская, это врачи, это, композиторы, это писатели, это все на протяжении не одного года, 10 лет кропотливого труда внушали людям о вреде алкоголя. И вот в этом вопросе у меня тоже возникает вопрос, какими способами вообще возможно это достичь? Я вот вообще не вижу, например. Конституция России гарантирует, права верующих, соблюдение веры, да, своей. И верующий имеет право действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями. Компонент религии, если говорим об исламе, это принятие его ислама, это очень важный компонент его в роли ресоциализации. Если человек выходит мусульманином, он уже после освобождения не идет там к друзьям, к собутыльникам, да, идет в мечеть.
В мечеть приходит, у нас, слава Богу, все равно в этом плане, альхамдулиллях, поставлено как, если брат пришел, он говорит, я в работе нуждаюсь. Если в мечети говорит о том, что есть там свой джамагат, ему помогут работу найти. Если, например, он касаемо того, что татарстанских наших, да, вот ребят, вот они все вот освобождаются, они знают уже, куда идти, кто им поможет и чем им поможет. Кому документы оформить, если, например, там, да, проблемы там, с какими документами, кому трудоустроиться, кому там, например, у нас есть в течение месяца со справкой об освобождении человека, не обязательно, что мусульманин приходит, у нас бесплатно одевает, бесплатно продуктовый набор дают. Я еще раз повторяюсь, много таких, когда видишь, человек стремится меняться, стремится человек, там, да, действительно работающий, трудоустраивается, первый месяц там ты за ним присматриваешь, человек действительно работает, да, этому человеку еще больше помогаешь. Вот, поэтому вот, нужна в любом случае человека после освобождения, его нужно встретить, помочь, первый толчок дать. Человеку обязательно нужно давать поддержку. Все. То есть это самое главное. Вот это и есть ресоциализация. А потом уже дальше человек сам.